Первый слет домов дружбы Северо-Западного федерального округа собрал экспертов и специалистов этноконфессиональной сферы в столице Коми. На протяжении 2 дней они будут обмениваться практиками по сохранению и популяризации этнокультурного и языкового многообразия России. Семинары, совещания, круглые столы и дискуссии. Программа насыщенная. Анастасия Тюрнина продолжит. Участников слета и гостей в Доме дружбы народов Коми встречают под звуки балалаек. В фойе то и дело мелькают костюмы коми, болгарские, украинские и не только. Сегодня Дом дружбы народов – штаб-квартира всех национально-культурных объединений региона, а их в республике 24. Основой меры согласия остаются гражданское единство, равенство прав и свобод гражданина, этнокультурное и языковое многообразие, гармоничное межнациональные отношения. Без сомнений, главными нашими партнерами являются гражданские институты, люди с активной жизненной позицией. Мы совместно выявляем болезненные точки, они всегда есть, и вырабатываем эффективные управленческие решения. Очень важно слушать и слышать друг друга, вместе работать над улучшением жизни в республике и в стране. На большом семинаре-совещании Домов дружбы и Домов национальностей будут говорить о том, как сохранять этнокультурное и языковое богатство России. Кроме этого, обсудят и роль общественных институтов в сохранении российских духовно-нравственных ценностей и исторической памяти. Еще одной темой слета станет вовлечение молодежи в этносоциальное пространство. Считаю, что это является значительным шагом в развитии нашей общей деятельности. Слет поспособствует обмену мнениями между специалистами в сфере государственной и национальной политики. Уверен, вместе мы сможем к решению самых важных вопросов, которые встречаются в нашей повседневной работе. И, конечно же, мы возьмем на вооружение лучшие практики и проекты, которые уже реализованы нашими коллегами. Как формировать информационный контент в этносоциальном пространстве? Эту тему затронут на отдельном семинаре в Финно-Угорском культурном центре России. А в этнопарке обсудят актуальные проблемы в работе Домов дружбы и Центров национальных культур. Республика Коми была в числе первых пионеров в реализации стратегии национальной политики. Здесь и все. Есть Министерство национальной политики, Дом дружбы. Органы власти делают все для того, чтобы создать оптимальные условия для мирного сотрудничества всех народов, которые здесь проживают. Первый слет Домов дружбы Северо-Западного федерального округа завершится молодежным фестивалем «Диалог культур. Северное многоцветие». Участники и организаторы надеются, что он будет проходить постоянно. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.